Итоги года для партии «Справедливая Россия» обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами Юрий Игнатьев, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» и депутат Государственного собрания Башкортостана. Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Как прошел 2020 год? Повлиял ли коронавирус? Изменил ли он планы? Как вы оцениваете все, что происходило с партией «Справедливая Россия»? Безусловно, конечно же, необходимо отметить, что 2020 год выдался не только трудным для партии «Справедливая Россия», а для всех. Я, наверное, отмечу с самого начала первую волну коронавируса, когда люди были абсолютно в панике, и нам приходилось буквально на коленке перестраивать работу и регионального отделения партии, и Центра защиты прав граждан. Но человек ко всему привыкает, нам удалось очень быстро перенастроиться, перейти на дистанционную работу. И, конечно же, тут же, в первый же период, ввиду того, что люди в основном-то не знали, что делать абсолютно. На нас просто сыпался шквал звонков. Мы постоянно сидели на телефонной линии, постоянно общались. Вопросы были, естественно, такие абсолютно житейские, бытовые, как там пройти буквально в магазин, потому что, если вы помните, там был период довольно жесткой самоизоляции. Как попасть в аптеку, на работу и так далее и тому подобное. Поэтому телефоны были раскалены до предела. Вот это, наверное, был такой период довольно жесткий, потому что практически мы работали как какая-то предвыборная кампания. Кроме того, да, я вернусь, наверное, и к тому, что у нас была выборная кампания, то есть мы участвовали во всех выборах, поэтому партия «Справедливая Россия» здесь тоже проводила работу, хотя, опять же, пандемия довольно сильно сказывалась ввиду того, что некоторые кандидаты там отказывались от своих, скажем так, желаний. Тем не менее, мы продолжали работать, и фракция в Государственном собрании продолжала работать весь период, несмотря на пандемию. Участвовала во всех заседаниях, участвовала в своих комитетах, работа продолжалась, были жаркие дебаты в каких-то моментах, потому что не со всеми вопросами мы согласны, скажем так, которые принимаются у нас в Государственном собрании. Для примера, я скажу, что мы были против закона о платных парковках, потому что опять это нагрузка на наших людей, на наше население. Поэтому наверное, такая работа и была. К концу года сейчас какие навыки приобретены, какие тренды останутся с нами, по вашим ощущениям? Отмечу два момента. То, что мы научились работать дистанционно. То есть это, безусловно, хорошо. Люди, которые, айтишники, научились наконец-то вести эти совещания в формате ВКС дистанционно. Но, скажем так, что меня беспокоит лично как человека, то, что два моих сына, один, конечно, сейчас ходит в школу, но и в тот период первой волны, и сейчас, и мой сын, который студент, то, что они сейчас, студент у меня учится дистанционно, хотя должен учиться в научном отделении. Это мне очень не нравится, потому что мне бы хотелось, чтобы он все-таки в социуме общался, а не посредством компьютера, монитора. Они и так в нем живут. Это, наверное, минус. А так, да, были приобретены навыки именно работы дистанционно, то есть посредством телефонной связи и, как раз, видеосвязи. Поэтому, я думаю, этот формат, за ним будущее. Работа и деятельность в Государственном собрании Башкортостана. Как вы оцениваете работу справедливоросов? Начнем с того, что все наши депутаты, которые состоят во фракциях, они, помимо всего прочего, что они состоят в партии и состоят во фракции «Справедливая Россия», они каждый работает в своем комитете. Поэтому, в принципе, работа идет совместная, не только по партии «Справедливая Россия». Тем не менее, мы предлагали свои законопроекты. Часть законопроектов, которые наше законодательство приводило в соответствие с федеральным законодательством, но мы предлагали в период как раз пандемии выплату, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам, детям от 16 до 18 лет, потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то поступает в колледжи, кто-то поступает в университеты, и какая-то помощь, все-таки необходима родителям. Но, тем не менее, законопроект не прошел в правительстве. Мы, опять же, прекрасно понимаем, что, ввиду ограниченности бюджета, ввиду такой сложившейся ситуации. Фракция «Справедливая Россия» в Государственном собрании проголосовала за проект бюджета на следующий год по той простой причине, что, да, мы действительно обсуждали данный проект закона. В нем действительно очень много пунктов, но можно сказать одно, которое обобщит все. На 70% этот проект закона, он социально ориентирован. И даже в такой тяжелой ситуации, которая у нас на сегодняшний день сложилась, правительство берет на себя все обязательства, социальные гарантии, которые до этого были, и будет исполнять. Поэтому мы проголосовали за бюджет.
Ну вот в конце года появилась новость, что руководители политических партий, представляющие фракции, да, в Государственном собрании, войдут в президиум. Вот с этой точки зрения, какое поле задач вы ставите перед собой и на что будете обращать внимание? Да, действительно, руководители фракций входят, ну да, с Нового года входят в президиум. Но мы, в принципе, считаем с коллегами, что в нашем президиуме должна быть не одно мнение, не одной партии, а мнение всех партий, представителей всех партий. Именно поэтому, да, мы туда входим. Я думаю, что мы свою лепту какую-то внесем в президиум, и свое мнение мы, естественно, конечно же, будем высказывать. С чего начнете? Ну, смотря какая будет повестка. Давайте обсудим работу с обращениями граждан, да, как проводилась в этом году она, и наиболее частые вопросы, которые поступали к вам. Я, наверное, вам не скажу, какую-то сенсацию не открою, но в первую очередь это плата за отопление. Естественно, это в первую очередь. Центр защиты прав граждан, вот в вопросах ЖКХ, не то, что там касается, конечно, отопления, а вообще, в принципе, платы за ЖКХ в этом году у нас вернул порядка 2 миллионов рублей нашим гражданам. И Центр защиты прав граждан, и региональное отделение, то есть не останавливает свою работу, мы продолжаем работать и будем продолжать работать. На законодательном уровне стоит ли ожидать каких-либо новаций в этой части? Как идут вообще переговоры с госслужащими, с теми, кто проводит вот тоже такую работу? Вот работа с госслужащими, мы постоянно же это у нас все на контроле. Тем более, что у нас в Государственном собрании, скажем, госслужащие, министры и так далее и тому подобное, они периодически отчитываются о своей работе. Если мы где-то видим какой-то, ну, скажем так, затык, то есть, ну да, тогда депутатский запрос. Ну, работа продолжается. Работа, безусловно, продолжается, да. Ваши коллеги на федеральном уровне «Справедливая Россия» предлагают ввести сейчас до 16 лет выплаты на детей. Почему такое мнение существует у ваших коллег? Вы имеете в виду молодым мамам? Да, вот последняя инициатива тоже. Да, ну, да, мы считаем, что необходимо все-таки маму молодую с ребенком приравнять, наверное, все-таки к работающим, который должен получать постоянно заработную плату, а не какие-то единовременные пособия, которые, ну, по большому счету, это большой роли не играют. А постоянно денежную массу они должны иметь. Ну, при обсуждении таких законопроектов обычно спрашивают источники финансирования. Вот какой здесь может быть ответ? Я думаю, что сейчас это все будет прорабатываться. Но это пока что на федеральном уровне, я думаю, до нас тоже дойдет. Давайте проговорим про 2021 год. Какие планы на следующий год и на что будете обращать внимание? Ну, в первую очередь, это, конечно же, работа с населением. Опять же говорю, Центр защиты прав граждан, региональное отделение. Потому что звонки, они не прекращаются, люди обращаются. Вот сейчас, вот, если первая волна, допустим, у нас была проблема с масками, то есть мы там шили маски, раздавали на улицах бесплатно, то сейчас вот во вторую волну основная проблема – это, конечно, продукты. То есть в основном обращаются за продуктовыми наборами. Вот наши волонтеры, у нас большой штаб волонтеров, которые именно занимаются развозкой продуктов. Также какими-то лекарствами необходимо привезти, потому что люди некоторые ну, просто не могут выйти из дома, там 65+, да, это у нас не говорю я про Уфу, я говорю про всю республику, потому что у нас работают везде местные отделения и работа проводится. Я думаю, что как минимум до лета у нас эта работа будет продолжаться здесь, ну, от этого мы никуда не денемся. И опять же повторюсь, что начиная с 2017 года мы участвовали во всех выборных кампаниях, и как вы знаете, что в следующем году у нас выборы в Государственную Думу, выборы в Горсовет, какие-то будут еще местные локальные выборы. Мы, безусловно, будем во всех участвовать в выборах. Это наша основная цель. Ну и, конечно же, работа фракции в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан. Как будете завоевывать голоса избирателей? Вы знаете, у нас довольно большой контингент людей, которые нас поддерживают. Это безусловно. А вообще каков портрет избирателей «Справедливой России»? Абсолютно разной возрастной категории, потому что если мы говорим там про более взрослых людей, которые смотрят телевизор, которые читают газеты, мы проводим пикеты, начиная с марта этого года мы уже проводим пикеты постоянно с какой-то информационным листком партии «Справедливая Россия», в котором рассказываем, куда можно обратиться по любым вопросам, а также какие-то информационные вести по ситуации. Вот, эта работа будет продолжаться. Но и молодое поколение, которое, как вы понимаете, сидит в интернете, то есть мы, опять же, там заявлены на всех интернет-площадках, везде есть информация про нас, то поэтому абсолютно разные люди нас поддерживают. Тем более, если мы говорим о нашей поддержке, все наши инициативы, они социально ориентированы. То есть все те законопроекты, которые поддерживают наше народное население, то есть
это наши люди. Вы сказали, что работаете с волонтерами. Те телезрители башкирского спутникового телевидения, которые захотят, возможно, стать волонтерами, куда им обращаться и что входит в обязанности волонтеров? Ну, Гоголя 36 – это наш центр защиты В Уфе? программ. Да, конечно, да. И штаб регионального отделения, штаб волонтерств. Пожалуйста, ждем любых. Что входит в обязанности волонтеров? Здесь ни в коем случае не обязанности, это абсолютно добровольное дело. Конечно, вы должны там понимать, что это все-таки дело-то довольно рискованное, потому что все-таки у нас эпидемию никто не отменял, но тем не менее люди нуждаются, то есть там, отвезти продукты, отвезти лекарства, купить там в магазине какие-то необходимые вещи. То есть спектр, в принципе, такой. Как вы считаете, коронавирус повлиял вот на эту сферу и стало ли волонтеров больше? Я думаю, что да, потому что жизнь, ситуация, мы же знаем ситуацию, да, мы знаем ситуацию там, в больницах, мы знаем ситуацию там, по заболеваемости, мы знаем ситуацию по смертности, потому что есть люди, которые понимают, что кому-то помощь необходима, да, то есть если даже это порой бывает, что на уровне лестничной площадки там, или лестничной клетки, или, там, грубо говоря, подъезда, то многие там садятся в автомобиль и развозят продукты даже по регионам. Поэтому здесь, наверное, более какой-то душевная вещь у людей, которые действительно хотят помогать. Юрий Викторович, и как бы вы поздравили с наступающим Новым годом, и что бы вы пожелали в 2021 году вот телезрителям БСТ? Безусловно. Ну и вашим сторонникам. Да, безусловно. В Новом году хочу всем пожелать, это в первую очередь здоровья всем телезрителям, нашим сторонникам, вам в том числе. Спасибо. Здоровья. Самое главное – беречь себя, беречь своих близких. Все-таки не забывать, что эпидемия у нас не прошла. Быть осторожными, соблюдать все меры безопасности. Ну и, конечно, счастья, здоровья. Спасибо вам большое, Юрий Викторович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был депутат Государственного собрания Башкортостана и руководитель фракции «Справедливая Россия», а также руководитель регионального отделения «Справедливая Россия» Юрий Игнатьев. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.